Добрый вечер. С вами программа «Якутия Лайф» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Сегодня мы вам расскажем о работе врачей в красной зоне Якутской республиканской клинической больницы и сделаем прямое включение из отделения для больных коронавирусом. Задать свой вопрос можно прямо сейчас в прямом эфире студии по телефону 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. А на прямой связи с нашей студией по скайпу заместитель главврача по клинико-экспертной работе Якутской республиканской клинической больницы Нюргуяна Анатольевна Владимирова. Здравствуйте. Здравствуйте. И заведующая пульмонологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Викторовна Барашкова. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. А заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Якутской республиканской клинической больницы Кирилл Викторович Чулаков сейчас находится сегодня на дежурстве в красной зоне. И он покажет нашей съемочной группе работу медиков в самом эпицентре борьбы с коронавирусом. Нюргуяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, сколько сейчас больных коронавирусом находится в больнице вашей и сколько в больнице вообще коек для таких больных и насколько они заполнены? Так, 318. На сегодняшний Так, зависло, да? Ну, давайте тогда с Татьяной Викторовной с вами поговорим. Я знаю, что вы вернулись буквально недавно со стажировки в Москве, да, где ознакомились с работой ведущих клиник. Это и Склифосовского, и знаменитая Коммунарка, и временный госпиталь в Ледовом дворце, 52-я городская клиническая больница. Вот как вы оцениваете работу якутских медиков в сравнении с московскими коллегами? И какие подходы в лечении вы уже используете? Чему-то, может быть, научились или чему-то, может быть, чем-то поделились с москвичами? Да, буквально на днях мы вернулись из двухнедельной стажировки в городе Москве. Ну, в принципе, подходы к лечению у нас одинаковые. То есть москвичи, наши московские коллеги также работают с такими же препаратами, такие же методики используют. Да? Диагностика ковидной инфекции проводится так же, как и, в принципе, у нас разницы особой нету. Нюргуяна Анатольевна на связи. Нюргуяна Анатольевна? Да. На сегодняшний день у нас находится 173 пациента с новой коронавирусной инфекцией. Мы сейчас работаем в 3 корпусах. А всего вообще, если у нас за весь период с марта месяца прошло более 3000 больных с новой коронавирусной инфекцией. Вы ведь одна из первых больниц, я насколько понимаю, которая вообще начала работать с коронавирусом. Да, самый первый пациент поступил к нам 17 марта 2020 года. Это вот тот знаменитый нулевой пациент. Да, да. И сколько коек для таких больных и насколько они заполнены сейчас? То есть, какой резерв еще есть? Вообще развернуто у нас 318 коек на сегодняшний день. Но сейчас мы наблюдаем некоторый спад заболеваемости, меньше обращений пока что на сегодняшний день. И вот, как я сказала, 173 пациента на сегодняшний день состоит. То есть резерв некоторый имеется по койкам. И насколько вообще, если раньше госпитализировали всех больных, то есть, первых самых при признаках, то сейчас уже показания госпитализации изменились? Именно к тому, чтобы в больницу положить? Наш стационар, он принимает именно больных с тяжелыми формами. Я говорю сейчас о корпусе номер 3. Там у нас именно пациенты с тяжестью поражения легких более 50%. Также у нас функционирует открыт стационар в общежитии по улице Кулаковского на базе Северо-Восточного федерального университета. Там лежат больные со средней степенью тяжести. И также у нас функционирует корпус номер 5 инфекционный. Там также лежат больные со средней степенью тяжести заболевания. И также я знаю, что ваша больница, она и первая начала работать, и
Может быть, поэтому или не поэтому к вам привозят ведь больных из районов тоже тяжелых в каких-то случаях? Да, устные больные тоже поступают к нам, в основном по санавиации. Всего за весь период таких больных было уже около 400 на сегодняшний день. То есть, То если, есть поступают тяжелые пациенты с районов. то есть, если в районной больнице человек лежал, его могут направить потом к вам? Да, по тяжести состояния проводится телемедицинская консультация. Потом уже по результатам телемедицинской консультации решается вопрос о госпитализации. Так, ну сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой сделаем подключение из красной зоны, где сейчас уже наши коллеги находятся. Вы смотрите программу «Якутия Лайф», и наша съемочная группа прямо сейчас находится в красной зоне больницы. Аппаратура тщательно упакована, 20 минут заняло только надевание защитного костюма. И вот мы готовы к прямому включению из отделения пульмонологии. А наш оператор Григорий Охлопков и заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Кирилл Викторович Чулаков выходят в прямой эфир. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе отделения, сколько в нем пациентов в тяжелом состоянии и сколько из них подключены к аппаратам ИВЛ. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Викторович Чулаков, я заведующий отделением общей реанимации Якутской республиканской клинической больницы. На нашей базе на Стадухина 81, корпус 4, находится отделение инфекционно-пульмонологическое и общая реанимация. Инфекционно-пульмонологическая на 80 коек, расположенная на двух этажах, 5 и 3 этаж. Между ними находится наше отделение анестезиологии и реанимации на 30 коек. Сейчас, как вы можете наблюдать, за моей спиной находится пульмонологическое отделение, которое на данном этаже имеет 40 коек. Также есть процедурный кабинет, пост сестры. Все манипуляции, те больные, которые могут самостоятельно двигаться, не имея выраженной дыхательной недостаточности, они проходят процедуры в процедурном кабинете. Остальные, они проходят именно уже на местах. Пациенты сюда поступают в основном с КТ поражение легких более 50%. К нам они поступают в реанимацию уже когда у пациентов есть абсолютные показания, а именно нарастание дыхательной недостаточности, снижение сатурации на кислороде ниже 90 и с частотой дыхательных движений свыше 30. Дальнейшие потом они начинают лечиться у нас, продолжать. Также у нас все. Также мы можем дальше пройти к нам в отделение, и там уже будет видно, как все это происходит. Ну что ж, во втором прямом включении из красной зоны мы покажем вам работу отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Я напоминаю, что задать свой вопрос нашим гостям можно в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. И на наши вопросы отвечают, я напоминаю, Нюргуяна Анатольевна Владимирова, замглавврача по клинико-экспертной работе, и заведующая пульмонологией Татьяна Викторовна Барашкова. У нас есть... Пока нет звонка. Но пока нет звонка, я сама задам вопрос.
Нургуль Владимировна, в каких случаях, сколько вот у вас сейчас больных из УЛУСов, из районов, да, и из каких районов, и в каких случаях их переводят к вам? К нам переводят в случае, если требуется помощь уже в организации третьего уровня, то есть специализированная медицинская помощь по профилю пульмонологии, тогда переводят к нам. В настоящее время у нас УЛУСные больные находятся в корпусе номер 3. Больные есть Чурапчинского УЛУСа. Также сегодня ожидаем из Кампунского района. Тяжелая пациентка должна поступить. А каких пациентов вы не госпитализируете? То есть в соцсетях, на форумах много жалоб, что симптомы у человека есть, он пожилой, а в больницу не забирают. Почему вот так происходит, и есть ли такие случаи у вас? Ну, госпитализация вообще зависит, конечно, от первичного звена. В первичном звене происходит уже непосредственно отбор больных для госпитализации. Врач определяет показания и направляет к нам. Ну, то есть не вы решаете, кого брать, кого не брать, а к вам направляют из поликлиник, из... Да, мы принимаем по направлению поликлиник УЛУС больниц. Татьяна Викторовна, Да, слушаю. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, о возрастной категории ваших пациентов и как произошло у них заражение. То есть это были корпоративные очаги или внутрисемейные? Ну, наши пациенты в основном пожилого возраста, это старше 60 лет. Но самая молодая больная у нас была 15 дней, беременная женщина. И самая возрастная бабушка у нас, летняя бабушка была. В основном заражается, конечно, внутрисемейный контакт. А вот при каких симптомах, поступают уже вопросы в WhatsApp, при каких симптомах нужно срочно бежать на КТ и как вообще узнать пневмонию? Ну, компьютерная томография, она назначается только по рекомендации терапевтов, да, терапевта или лечащего врача, при подозрении на пневмонию. То есть это лихорадка длительная, больше 5 дней, кашель, одышка выраженная, да, усиливающая при физической возможности. Но это уже решает лечащий врач. Спасибо. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, после чего вернемся в красную зону. Наша съемочная группа уже должна переместиться в отделение анестезиологии. Наша съемочная группа переместилась в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. И его заведующий Кирилл Викторович Чулаков, который сейчас находится на дежурстве, расскажет о своих пациентах. Самый молодой пациент, который находился в отделении реанимации с апреля месяца текущего года, у нас был мальчик 22-летний, приехавший к нам из города Челябинска в мае месяце. Через 3 дня после оказания по протоколу лечения в отделениях реанимации пациент перевелся в отделение и в последующем уже выписался из больницы. Самый возрастной, самый старый человек, который у нас был, это бабушка 100-летняя, которая тоже пролежала очень долго у нас, где-то в апреле месяце. С чем связано? Тяжелых пациентов. Как влияют сопутствующие заболевания, их возраст, вид деятельности? Тяжелых больных, которые находятся, к сожалению, у нас, да, связано большинство, это все-таки сахарный диабет, ожирение. Это в основном болезнь, эта болезнь атакует именно этих пациентов, и они, к сожалению, попадают к нам. В остальном онкология тоже играет свою роль. И все состояния, которые имеют иммунодепрессивное состояние. И давайте
покажем. Покажем? В данный момент Следующий вопрос. Подключение к КВЛ. к подключению КВЛ у нас есть абсолютные показания для этого. Сначала мы, конечно, которые пациенты попадают к нам в отделение, они не садятся на аппарат искусственной вентиляции легких. Мы сначала все-таки пытаемся раздышать пациента более гуманными, как говорится, способами. Из-за того, что все-таки аппарат искусственной вентиляции легких – это все-таки механическое воздействие, которое помогает дышать пациенту, мы пытаемся, чтобы человек сам боролся со своей жизнью. Покажем, да? Аппараты ИВЛ. Аппараты ИВЛ. С аппарата ИВЛ в каждой палате есть, но мы можем это закрыто, да? Обязательно. Ага. Ну давайте любой. Вот. У нас в нашей больнице по приказу, которым мы работаем, на одного пациента приходится один аппарат искусственной вентиляции легких. И как мы раскрыты на 30 коек, у нас находится в наличии 30 аппаратов. Эти аппараты стоят наготове, если что вдруг. Пошли и посадили пациента на искусственную вентиляцию легких. Но также эти аппараты оснащены неинвазивной искусственной вентиляцией легких. Это совсем другое. Это когда пациент сам дышит, но аппарат ему помогает. Это не искусственная вентиляция легких. Этот пациент в полном ясном сознании, который дышит самостоятельно, а аппарат только способствует, помогает ему в этом плане. Это более щадящий, более лучший вариант, нежели чем искусственная вентиляция легких. Но и он иногда бывает неэффективен. Самая последняя стадия – это все-таки искусственная вентиляция легких именно с принудительным режимом вентиляции, который как раз обеспечивает те же самые аппараты. Но, к сожалению, если пациент попадает на искусственную вентиляцию легких, то выживаемость у них уменьшается в несколько раз. Поэтому мы пытаемся сначала, чтобы пациент все-таки, если болезнь отступает во время лечения того же вида, то совсем другая. До свидания. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это было включение из красной зоны, где находится наша съемочная группа. А я напоминаю, что задать свой вопрос можно в прямом эфире по телефону студии 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. И нам на вопросы помогают отвечать сотрудники Якутской республиканской клинической больницы. То есть вот Кирилл Викторович сейчас на дежурстве, а Нергуяна Анатольевна и Татьяна Викторовна отвечают на ваши вопросы. И сейчас нам на WhatsApp поступили вопросы. Вот вопрос такой. Можно ли у вас платно сдать КТ? Как-то по записи, чтобы без очереди? И на какой срок наперед у вас уже все расписано? Это, наверное, Татьяна Викторовна, к вам вопрос. На данное время у нас когда в этом платные услуги КТ в настоящее время не проводим. Как себя обезопасить от пневмонии? Это же осложнение какой-то другой болезни? Пневмонии, они разные бывают, то есть причины пневмонии разнообразные. Они могут вызваться вирусами, бактериями, грибками,
паразитами. Ну, тут, исходя из причины, коронавирус инфекция — это вирусная инфекция, то есть мы должны провести профилактику вирусной инфекции. Ну, как и любая другая вирусная инфекция, дается воздушно-капельным путем. Чем и как Носить вы маски. лечите, чем и как вы лечите своих пациентов? Многие говорят, что в аптеках нет лекарств от коронавируса. Ваша больница ими обеспечена, Татьяна Анатольевна? Ой, Нургуяна Анатольевна. Нургуяна Анатольевна. Так, мы лечим пациентов согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Стараемся обеспечить больных лекарствами. Иногда бывают, конечно, проблемы, как во всей Российской Федерации. Сейчас имеется дефицит на фармацевтическом рынке. Но, несмотря на это, все равно стараемся лечить лекарственными препаратами. Насколько ваши пациенты соблюдали меры предосторожности? Были такие случаи, что кто-то сидел в изоляции, носил маски, дезинфицировал руки, но, несмотря на это, заразился? У нас были случаи, в общем, мы некоторые провели статистическое свое расследование. У нас известный источник все-таки занимает 40%. То есть эти люди, ну, какая-то часть, конечно, из них, скорее всего, соблюдала меры, да? Но все-таки доля тех, кто пренебрегал мерами профилактики, она превалирует. Вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у меня все симптомы на ковид, не чувствую запах, высокая температура и так далее. Приходила медсестра с поликлиники, сказала подойти в понедельник на рентген. ПЦР сказали, возьмут в поликлинике. Я же по дороге могу заразить других людей. Что делать? Насколько вот я знаю про амбулаторную нашу службу, да, мы при появлении симптомов ОРВИ вызывают на дом участкового терапевта, и на дому берут анализы ПЦР. Вот еще такой вопрос. Я переболела месяц как? Сейчас все уже прошло, но осталась слабость. Ноги как будто сплетаются. А врач сказала, само пройдет. Вот может ли такое быть и что делать? Более месяца прошло. Да, месяц как? Нужно обязательно обратиться тогда к своему лечащему доктору, если у вас уже, допустим, болезнь нет возможности, вы должны обратиться к своему доктору, если какие-то симптомы вас беспокоят. Так, вот еще вопрос. При каком уровне поражения легких должны госпитализировать человека? Все зависит от клинической картины заболевания. Есть ситуации, когда человек с КТ-2, это от 25 до 50%, они лечат амбулаторно. Но этот вопрос решает, опять-таки, участковый врач, смотря в клинике, направляет на госпитализацию. Сколько дней у вас пациент сидит на больничном? Вы можете закрыть больничный досрочно? Можете ли вы закрыть больничный досрочно при выздоровлении после 2 отрицательных тестов на ковид? Мы пациентов выписываем с открытым больничным листом, так как они нуждаются в дальнейшем продолжении лечения по месту жизни. То есть больничный лист Затем вы не открываем закрываете? больничный лист, первая госпитализация, и затем уже решает участковый врач в дальнейшем по клинике, по симптомам человека, проводит контрольные необходимые обследования. Нургуяна Анатольевна, а когда вас самих будут прививать от коронавируса? Ну, мы все находимся в ожидании вакцины. Как говорили, что эта вакцина должна быть, скорее всего, в начале 2021 года. Так что мы ждем. Вообще такой непростой вопрос. Много ли врачей, медиков вот заболело за период эпидемии?
Из наших сотрудников, да, есть заболевшие. Более 100 человек уже заболело коронавирусной инфекцией. Ну, без ну, летальных исходов не было, да? К сожалению, у нас был один летальный исход, о котором очень много говорилось вот в средствах массовой информации. Один летальный был у нас. Татьяна Викторовна, Да, слушаю. вот, а как выходят из красной зоны? Вот сейчас мы даже не ожидали, что такая обработка, что аппаратуру нашу всю запаковали, там так далее. А как вот обратный процесс какой? Сейчас будут дезинфицировать камеру? Ну, перед входом камеру мы завернули в этот целлофановый пакет, чтобы при выходе через сам пропуск легче было работать. А так в красную зону заходит и выходит через санитарный пропускной пункт. Это специально у нас зоны, где полностью мы одеваемся, заходим в красную зону, а при выходе обязательно вот это все обрабатывается, в последовательности все это снимается, и в дальнейшем после принятия душа уже выходит, переодевается в чистый вид. Ну что ж, после включения из красной зоны наша аппаратура пройдет несколько процедур обеззараживания. Оператору предстоит по инструкции снять защитный костюм и выходить из ковидного отделения в несколько этапов, чтобы попасть в чистую зону. Я напоминаю, что на вопросы о работе коронавирусного отделения сегодня отвечали медики Якутской республиканской клинической больницы. Я благодарю наших гостей за рассказ о своих рабочих буднях и за ответы на вопросы наших телезрителей. И напоминаю, что задать свой вопрос в прямом эфире можно будет уже в следующий четверг по телефону студии 41 12 42 14 39 или в сообщениях по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Следите за нашими анонсами. До встречи в эфире через неделю.